Китай под предлогом борьбы с эпидемией проводит опыты над жителями Восточного Туркестана. Китайское правительство объявило уйгурский регион красной зоной и продолжает усиливать меры по контролю, давлению и ограничению передвижения местных жителей. По данным одного из осведомленных источников, раз в неделю женщин, содержащихся в концентрационных лагерях, заставляют снять одежду и облить себя дезинфицирующим средством, а остальных жителей запирают в домах под предлогом карантина, который продолжается более 40 дней. Жители региона, чьи тесты на коронавирус оказались негативными, также должны оставаться в своих домах, а тех, кто не подчиняется правилам, ожидает арест. Специалисты заявили, что действия китайских властей, которые без разделения на возрастные категории и тестов на коронавирус заставляют жителей уйгурского региона принимать лекарства традиционной китайской медицины, противоречат врачебной этике и угрожают здоровью местного населения. По словам пожилой женщины, которая побывала в лагере перевоспитания, в момент пика эпидемии китайского вируса ее заставили принимать неизвестное лекарство, вызывающее слабость и тошноту. Женщина рассказала, что после непосредственной дезинфекции на коже узниц появлялись ожоги и фурункулы, а также отнимались руки. После ареста, который продлился более месяца, женщину отпустили, но поместили под домашний карантин. Каждый день к ним приходил сотрудник местного управления с бутылкой неизвестного лекарства из китайской традиционной медицины, которое жители должны принимать ежедневно. Всех, кто откажется от лекарства, ожидает повторный арест и заключение в концлагерь. На протяжении 70 лет для контроля населения Восточного Туркестана китайские оккупанты используют жесткие методы, до которых не додумается ни один человек. В свою очередь, выходцы из Восточного Туркестана, которые проживают за рубежом, продолжают освещать бесчеловечные поступки и преступления Китая. Китай обвинил монгольскую диаспору в организации митингов. Жители внутренней Монголии выступили с протестом против так называемой модели двуязычного образования, введенной Китаем 1 сентября, и потребовали восстановления первоначальной модели обучения. Правительство Китая опровергло обвинение и выдало ордер на арест 9 участников акции протеста. Пекин назвал протесты подстрекательством иностранных сил. Обучение в начальных и средних школах региона началось 1 августа. Однако большинство родителей выступили против планов Пекина по отказу от преподавания на монгольском языке и отказались отпускать своих детей в школу. Местные полицейские буквально вылавливали школьников и заставляли вернуться в образовательные учреждения. В знак протеста против языковой политики Пекина 2 учеников старших классов объявили голодовку. Более 300 сотрудников радиостанций внутренней Монголии также выступили против внедрения китайского языка. Бывший президент Монголии Цагиахин Эльбекдорж опубликовал видеообращение, в котором заявил, что китайское правительство должно уважать право монголов на сохранение своего языка и призвал монголов со всего мира поддержать собратьев. Он отметил о своей решительной поддержке движения по сохранению монгольского языка и заявил, что без него невозможно представить монгольский народ. Потерю языка бывший президент сравнил с потерей рук и головы. Подчеркнув, что происходящее во внутренней Монголии касается не только жителей региона, он сообщил, что внимание монголов со всего мира приковано к данному вопросу. Неправительственные организации провели перед посольством Китая в Улан-Баторе акцию протеста против китайского правительства и потребовали возобновления обучения на монгольском языке. Карадаги выступил с заявлением по поводу провокаций против мусульман в Осло. Во время митинга перед зданием парламента, который прошел в столице Норвегии, группа антиисламистов разорвала священный Коран. Генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских ученых Али Мухиддин Карадаги осудил вандализм антиисламской консервативной группы, назвав инцидент призывом к терроризму и дискриминацией священных атрибутов. Карадаги написал на странице своего аккаунта в Facebook, что действие норвежского экстремиста, который своим низким поступком намеревался осквернить Коран, нисколько не навредит мусульманам, поскольку эта книга не является продуктом человека. Карадаги подчеркнул, что Коран является словом Аллаха. Неуважительное отношение к священному Корану – это большой минус для того, кто совершил такой поступок. Ответом на подобные провокации должна стать единогласная позиция мусульман, основой для которой является Коран. Правительство Норвегии должно наказать этого экстремиста. В свою очередь, мусульмане должны неукоснительно следовать предписаниям Корана и не отвечать на экстремизм аналогичными действиями, написал Карадаги. Китай продолжает изымать органы живых людей. После окончания операции по зачистке последователей Фалунгунь, начатой Комитетом по политическим и правовым вопросам, Национальная комиссия здравоохранения Китая обнародовала свод правил об управлении и клиническом применении технологий по трансплантации человеческих органов.
Новые правила включают отмену ограничений для медицинских учреждений, в которых внедрена технология по трансплантации человеческих органов, а также ослабление ряда первоначальных требований. Секретарь Международной организации жертв Фалунгунь Ван Цзянь заявил, что новые правила станут прикрытием для преступлений Китая, который занимается хранением человеческих органов и убийством сотен людей в целях трансплантации. После появления неопровержимых доказательств о трансплантации органов живых последователей Фалунгунь в 2006 году, чтобы обмануть международное сообщество, Китай издал временное постановление, запрещающее многим больницам принимать участие в трансплантации человеческих органов. Однако фактически все больницы, в которых нет отделений по пересадке органов, проводили подобные операции в тайне. Новый свод правил об управлении и клиническом применении технологий трансплантации человеческих органов является доказательством того, что Китай в значительной степени проигнорировал обвинения международного сообщества и легитимировал развитие индустрии пересадки органов. Телефонный опрос практикующих врачей в китайских провинциях, проведенный с января по июль 2020 год Международной организацией жертв Фалунгунь, показал, что в китайских клиниках продолжается извлечение органов у живых людей даже во время эпидемии. Для привлечения клиентов некоторые медицинские работники в открытую рекламируют органы здоровых последователей Фалунгунь. США обвинили Китай в оказании давления на соседние страны. 2 сентября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон наложит новые ограничения на деятельность китайских дипломатов в Соединенных Штатах, которые будут способствовать взаимовыгодным дипломатическим отношениям между США и Китаем. В ходе пресс-конференции Помпео также обвинил Китай в запугивании своих соседей и открытом нарушении Международной конвенции по морскому праву. Соединенные Штаты теперь будут требовать от высокопоставленных китайских дипломатов получать одобрение Госдепартамента перед посещением университетских кампусов США и проведением культурных мероприятий с участием более 50 человек за пределами территории миссий, сообщил американский госсекретарь. Госдепартамент также примет меры, чтобы обеспечить правильную идентификацию всех аккаунтов китайских посольств и консульств в социальных сетях как правительственных. В ответ на угрозы в ряде сфер Соединенные Штаты применяют в отношении Китая различные меры. Бывший госсекретарь Кларк направил письмо в Совет университетов США, предупредив, что Китай создает угрозу для свободы науки, прав человека и пожертвований для университетов. Скорее всего, это проявится в форме незаконного финансирования исследований, кражи интеллектуальной собственности, запугивания иностранных студентов и подкупа специалистов, отметил Кларк. Помпео прокомментировал некоторые действия Китая за пределами США, заявив, что Вашингтон сторонник мирного решения китайско-индийского пограничного конфликта. Глава Госдепартамента раскритиковал агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море и напомнил санкции и визовые ограничения, введенные Трампом на прошлой неделе против китайских компаний, дипломатов, частных лиц и военных за создание искусственных островов и милитаризации в Южно-Китайском море. За открытое нарушение закона о морском праве Китай вызвал негодование многих стран.